Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей «Хаберлер». В студии для вас работает Асан Убиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Более 100 семей сегодня получили ключи от новых квартир в Феодосии. Десять семей получили по 200 тысяч на завершение строительства индивидуального жилья. Сегодня 23 года, как не стало советского диссидента Юрия Османова. Конкурс тюркской песни «Баллад Турквижн-2016». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете требовать у граждан при оказании государственных услуг уже имеющиеся у органов власти документы. В список попали 85 наименований документов. В частности, в перечень вошли сведения о нарушении ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости. Этими, как и другими документами из перечня, утвержденного правительством, госорганы должны делиться друг с другом в автоматическом режиме. Более 100 семей сегодня получили ключи от новых квартир в Феодосии. Стоит отметить, что новые квартиры 266 счастливчиков получили в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Крым начинает постепенно вливаться в нашу большую федеральную программу по расселению аварийного жилья. Программа эта масштабная, расселяются те дома, которые признаны аварийными на 1 января 2012 года. И программа будет работать еще до конца этого года и весь следующий год. Далее будут разрабатываться принципы новой такой аналогичной программы. Сегодня уже расселено по всей Российской Федерации более 400 тысяч человек из аварийного жилья. Программа будет продолжена. Хочу поздравить новоселов. В выходные дни в Крыму сбили 5 пешеходов, в том числе ребенка, сообщили в ГИБДД по Республике Крым. Авария с участием 10-летнего пешехода произошла накануне на улице Беспалова в Симферополе. В Евпатории водитель сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Бахчисарае. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito допустил наезд на 42-летнего пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. У пешехода врачи диагностировали кому, перелом ребер, перелом ключицы. 2 аварии также произошли в Красноперекопске. В обоих случаях пешеходы попали под колеса автомобилей на зебре. Десять семей получили по 200 тысяч рублей на завершение строительства индивидуального жилья от Государственного комитета. Наш корреспондент встретился с семьями и пообщался с ними. 79-летний Лутфин Алиев получил долгожданную помощь. В Крым он переехал в 2013 году, но построить дом не было средств. В связи с этим он был вынужден жить у дочери. После того, как Лутфин Бей получил участок, начал строиться. Правда, стройка длилась недолго, не хватило финансов. Сейчас он получил материальную помощь. Надеется, что к Новому году ему удастся достроить дом. Без никаких канителей, что без никаких вот таких вот заковырок. Прислали комиссию, комиссия приехала, посмотрели, без нервотрепки, без ничего. И вот так мне помогли. Я просто очень доволен. И от всей души просто вот я не знаю, если бы без помощи, я бы, конечно, не смог бы. Но, может быть, сейчас вот так, может, до половины что-нибудь дойду вот так вот. У Лутфин Бея 2 дочери и 4 внука. Супруга тяжело больна, проживает у младшей дочери. Полученные средства воодушевили хозяина дома. Он уже планирует, где будет находиться гостевая комната, в которой за столом соберутся все члены семьи. Это как маленький такой вот залик, как столовый. Тут будет кухня с левой стороны, кухня. Здесь, значит, с кухни, вот тут вот, а следующий спальной, и вот еще одна детская комната, одна спальня, одна комната. Ну, в этом году я хочу, вот, чтобы хоть зайти, хоть хотя бы 3 комнаты довести до конца, и зайти сюда, чтобы более-менее, чтобы можно было. А потом, как Бог даст. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов отмечает, выделено более 22 миллионов рублей нуждающимся.
На сегодняшний день нами профинансировано более 22 миллионов рублей для оказания материальной помощи застройщикам. Эти средства уже муниципалитеты получили. И осталось буквально 2 миллиона. В ближайшее время они будут профинансированы. Таким образом, мы весь объем предусмотренных средств, это 24 миллиона, полностью направляем в муниципалитеты. Эти средства муниципалитеты выделяют тем, кто нуждается в незамедлительной помощи. Социальный проект «Выкуп жилья» продолжает свою работу. Уже вскоре помощь получат и другие семьи. И, конечно же, большой социальный проект – это выкуп жилья гражданам из числа реабилитированных по указу президента. Мы знаем, что президент обещал выделение средств, и сегодня эта программа работает. Уже профинансировано на сегодняшний день 180 миллионов рублей. И вот в течение ближайшего времени мы профинансируем остатки средств, это порядка еще 15-20 миллионов. Сегодня работа муниципалитетов ведется полным ходом. Мы рассчитываем таким образом, что более 100 семей в районах сельской местности из числа реабилитированных граждан получат жилье. Стоит отметить, что программа по выплате материальной помощи на достройку жилья будет реализовываться и в следующем году. Абдуллади Осман, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Сегодня 23 года, как не стало советского диссидента, признанного лидера национального движения крымских татар, активиста за возвращение в Крым и восстановление прав крымско-татарского народа Юрия Османова. В ночь 6 на 7 ноября 1993 года он был убит неизвестными в Симферополе. Историю народа творят его представители. Юрий Османов – один из значимых и влиятельных участников национального движения крымских татар. Он внес неоценимый вклад в его развитие. Его называют одним из тех, кто открыл путь на родину. Юрий Бекирович сыграл огромнейшую роль в истории нашего народа. Он один из тех, кто знал, как надо, что надо. И в итоге жизнь свою закончил трагически, потому что знал этот путь правильный, но кто-то не хотел. Вот так случилось. Сегодня мы отмечаем 23-ю годовщину со дня смерти. Мы с товарищами были на кладбище. Там побыли, поговорили, вспоминали очень долго. Многие современники считают Юрия Османова своим наставником и идейным вдохновителем. Он всегда ставил перед собой цель отстоять права своего народа и вывести его на новый этап развития. Его призывы к единству и согласию актуальны и по сей день. Самое главное сейчас восстановить вот то широкое единение народа внутри себя и широкое единение народа крымско-татарского с всеми этническими группами национальными представленными в Крыму, с Россией и с Украиной, для того, чтобы эти народы, наша земля, наше Отечество не отстало в процессе в этой гонке. Юрий Османов родился в деревне Биюк-Королес Куйбышевского района. Еще в юности парень с активной жизненной позицией стал представителем национального движения крымских татар, за что в будущем был репрессирован. В 60-е годы он начал писать патриотические стихотворения. Его перу принадлежат такие произведения, как «Голос Родины» и «Я обвиняю», которые в результате стали причиной его преследований. Вы знаете, вот по стихам можно судить, какой был Юрий Бекирович. Чем он дышал, что он хотел, и вообще сам его характер. Читая книги Юрия Бекировича, можно узнать, как боролся наш народ, как мы все-таки сумели вернуться. И путь, который выбрал Юрий Бекирович, он был правильным. Он всегда, никогда себе не позволял таких вещей против закона. Все было сделано по то, что в законе было, так он и требовал. За участие в национальном движении крымских татар Османов был арестован в январе 1968 года. Через 2 года он вышел на свободу и снова приступил к работе. Спустя 16 лет Юрий Бекирович вновь был осужден. По окончании срока был помещен на принудительное лечение в специальную психиатрическую больницу в Благовещенске, где провел еще 2 года. Исследователь жизни Юрия Османова, блогер Айдер Бикташ, рассказал один из случаев пребывания в психиатрической клинике, которым поделился с ним участник национального движения Рифат Сейдаметов. Я, прихожу к нему, это был 87 год, август, и разговариваем, он говорит, знаешь, Рифат, видимо, меня скоро освободят. Он говорит, а откуда, знаешь, ты, в психбольнице находишься? Он, говорит, вытаскивает газету, одну из центральных газет, и говорит, посмотри, заметка, приезжают международная комиссия, которая будет проверять, ООНовская комиссия, которая будет проверять, используется ли психиатрия как, скажем так, давление на политзаключенных. И он говорит, видимо, меня
в ближайшее время освободят. Они говорят, не знаете, говорит, в течение недели, говорит, мы его увидели уже в нашем кругу. Это говорит о том, что человек, даже находясь в психиатрической больнице, когда его обвинили умалишенным, настолько сохранял трезвый ум и вот способность к аналитике, что это, конечно, гениальная личность. Известный общественный деятель, лидер национального движения крымских татар Юрий Османов был зверски избит вечером 6 ноября 1993 года. На следующий день он скончался от полученных травм. Согласно материалам следствия, он стал жертвой хулиганского нападения. Его сторонники считают, что это было политическое убийство. Всю жизнь Османов посвятил борьбе за полное восстановление прав крымско-татарского народа и возвращение на историческую родину в Крым. Айша Шулакова, Умир Мустафаев, телеканал «Миллет». В Евпатории жители общежития, которое находится по улице Крупской, 42, могут остаться на улице. Матери-одиночки Факизе Кордик в течение 7 дней нужно освободить занимаемое помещение. В проблеме разбиралась наш корреспондент Султания Ситакаева. Урия Аметова более 12 лет проживает в общежитии. Ее внучке Факизе Кордик годом позже также выделили комнату. Все это время Факизе проживала без прописки, так как на тот момент получить ее в общежитии было невозможно. Тогда не прописывали, говорили, когда общежитие перейдет городской совет, горсоветом, что вот тогда начнется делать прописка. Общежитие взяли горсовет, теперь горсовет не делает, договор не составляет. Мать-одиночка с 2 несовершеннолетними детьми проживает в одной комнате площадью 18 квадратных метров. Семья живет в крайне неблагоприятных условиях. Отопление в общежитии провели только в прошлом году. По словам Урии Аметовой, внучка обращалась во все инстанции, но помощи оказано не было. В течение 7 дней освободите, сказали, бумага пришла. Она ходила сюда, еще прокуратуру, она ходила Эльмару. Мы обратились в администрацию города для разъяснения сложившейся проблемы. Заместитель главы администрации Евпатории Эльмар Мамбетов рассказал, что Факизе Кордик принудительно выселять не будут. Ее ситуация находится под контролем. У того предприятия, которое на сегодняшний день давало ей право получения этой комнаты, на тот период не было никаких для этого оснований. Поэтому эта ситуация однозначно, да, есть предписание, но это предписание, это досудебное урегулирование спора. И в судебном порядке у гражданки Кордик будет возможность представить свидетельские показания, предложить как раз-таки допросить в качестве свидетеля и работодателя, который заключал с ней этот договор в дальнейшем, и руководителя предприятия, чтобы мы понимали, что да, договор был заключен, что это на сегодняшний день не вина самой гражданки, а это вина руководителя, который этот договор заключал. И если будет решение суда о том, что есть возможность в дальнейшем, признания этой комнаты за ней, жилодел однозначно заключает договор социального найма, на основании которого она в дальнейшем может рассчитывать и на приватизацию этого жилья. Многодетная мать из Евпатории Зейнеп Зиядинова попала в подобную ситуацию. Сейчас она с 5 детьми ютится в одной комнате. С просьбой о помощи Зейнеп обратилась и в Госкомнац. На приеме у председателя она рассказала о своей проблеме, на что Заур Смирнов ответил, что немедленно необходимо решить эту ситуацию. Я очень много судов прошла. Сколько я денег заплатила. Я надеялась, сколько я свидетелей приводила. По словам Эльмара Мамбетова, семья Зейнеп Зиядиновой признана малоимущей. После инвентаризации ей будет предоставлена еще одна комната. Было решение суда и определение апелляционного суда, на основании которого она была выселена с этого жилья. Сейчас разработана дорожная карта, как помочь данной гражданке. В первую очередь она признана малоимущей. Второе, после проведенной инвентаризации, так как мы проводим инвентаризацию в целом по всем общежитиям и выявляем тех граждан, которые самовольно вселились, эти комнаты будут предоставлены как раз-таки возможность данным гражданам занять эти помещения. Сейчас семьям ничего не грозит. Администрация города держит ситуацию под контролем. Необходимые меры будут приняты после инвентаризации общежитий. Султания Ситакаева, Энвер Аблязиз, телеканал «Миллет». Отборочный тур международного конкурса тюркской песни «Баллад Турквижн-2016» состоялся в Симферополе. Самые талантливые ребята из самых разных уголков Крыма продемонстрировали свои вокальные способности. Кто получил главный приз, возможность представлять Крым в финальном конкурсе, который пройдет в Турции, знают наши корреспонденты.
У юных крымчан появился шанс стать знаменитыми. На полуострове стартовал отборочный тур международного конкурса «Тюркская песня Балатурквижн-2016». Команда исполнителей, продюсеров и композиторов объединила всю республику в поисках талантливых детей. Больше новых голосов и ярких танцевальных постановок. На протяжении нескольких часов было предоставлено на суд компетентного жюри. В этот раз победу одержала 12-летняя Регина Вотика. Эмоций было просто валом. Я хотела и как плакать, как будто, но слезы не вырывались. Но я очень была сильно рада. Конечно, я буду очень сильно готовиться, чтобы достойно представить лицо Крыма. В этом году желающих участвовать было много. Организаторы отмечают, в этом конкурсе нет проигравших. Все участники получили новые знания и музыкальный опыт. Не прошедшим в первую очередь, чтобы они не расстраивались, потому что сегодня мы видели их расстройство, как они плакали. Я думаю, что у них все впереди, тем более они вошли в десятку лучших из 100, кого мы сегодня прослушивали. А Регине желаем победы. Наверное, самое главное, желаем ей нашего тепла, чтобы она чувствовала наше крымское тепло, и она знала, что мы всем Крымом будем за нее болеть. Оценивали конкурсные номера строгое, но справедливое жюри. Известная крымско-татарская исполнительница Гузель, победитель международного песенного конкурса «Турквижн-2013» Фазилия Ибраимова и композитор-аранжировщик Амет Ситаров выбирали победителя конкурса в этом году. Они отметили, что конкурс дает юным исполнителям ключ в будущее. Все прошло очень хорошо, детки все молодцы, талантливые. Конечно, стоит еще заниматься, стоит еще работать над собой, потому что это такая ответственность представлять целую страну, можно так сказать, в Турции, и на их плечи такая ответственность ложится, что просто так тут ничего не сделаешь. Тут надо действительно подготовиться, действительно набраться энергии, чтобы всех в зале поразить, и чтобы все восхищались и брали пример. Обладательница Гран-при Регина Вотика будет представлять наш полуостров в финале международного фестиваля «Балатурквижн-2016» в Турции. 12 ноября в Крымско-Татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре состоится кастинг для исполнителей от 16 лет, на котором определят главного конкурсанта из Крыма. Мавиле Юб, Эмиль Аблаев, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Время создавать. В этом году девиз всероссийской акции «Ночь искусств» полностью оправдал свое название. Акция посвящена году российского кино и Дню народного единства. В различных учреждениях Крыма к мероприятиям подошли креативно. «Ночь искусств» стала настоящим праздником литературы, науки, просвещения и культуры. Всероссийская акция «Ночь искусств» с каждым годом становится все популярнее. В этом году в ней приняли участие более 70 регионов России. Музеи, библиотеки и театры страны подготовили свыше 1000 мероприятий. В Крыму акция прошла под девизом «Время создавать». В Республиканской крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского прошел комплекс мероприятий, направленный на развитие творческого мышления. На сегодня у нас запланирована большая программа. Акция начнется с открытия выставки «Крым молодой», куда вошли творческие работы студентов кафедры изобразительного искусства Крымского инженерно-педагогического университета. Мероприятие своими выступлениями украсили студенты музыкального училища под руководством Левиза Чалбаш и Тамилы Аблаевой. Далее пройдет презентация одной картины известного крымско-татарского художника, актера, режиссера Сейдхалила Усманова, а также презентация поэтического сборника Гульнары Крым «Возвращение». И мы запланировали демонстрацию фильма Алексея Насонова «Дом на главной улице». Ежегодно участниками акции становятся тысячи жителей России. Окунуться в мир искусства в эту ночь могут все желающие. Насладиться исполнением талантливых артистов и посетить выставку крымско-татарского художника посчастливилась и Мунивер Тейфуковой. Она побывала на подобном мероприятии впервые. Признается, приятно удивлена. Я очень довольна, что посетила это мероприятие. А почему? Потому что у нас очень много неизвестных и талантливых людей. Сегодня я узнала о барде, поэте, художниках, которые уже ушли из нашей жизни и которым в память надо отдать должное. Я очень рада, что это мероприятие позволило мне узнать побольше о нашем народе
И выразить хочу свою благодарность всем сотрудникам нашей крымско-татарской библиотеки за эту красивую ночь искусств. Ночь искусств прошла и на территории историко-археологического комплекса «Салачик». В здании Занджирлы-Медресе прошел концерт солистки Крымской государственной филармонии, лауреата международных фестивалей и конкурсов Дарьи Резниченко и камерного хора «Таврический благовест» под руководством Владимира Николенко, заслуженного деятеля искусств и лауреата Государственной премии Республики Крым. А еще в здании Занджирлы-Медресе работала археологическая выставка «Столовая посуда Юго-Западного Крыма. Первые 18 века», на которой была представлена уникальная коллекция керамической, стеклянной, полуфаянсовой и фаянсовой столовой посуды. Коллекция уникальна тем, что ее экспонаты привезены из самых разных уголков мира. Султания Меджид, Султания Ситакаева, Аким Бекиров, Умир Мустафаев, телеканал Миллет. И о новостях спорта. Стали известны победители турнира по хоккею «Противостояние». Соревнования прошли в Сочи. На ледовой арене в Олимпийском сразились 6 команд из разных регионов России. Среди 100 участников была и крымская команда «Джокер». Сегодня ребята вернулись в Крым. О том, какое место заняла наша крымская команда, знает наш корреспондент Сабрия Халиляева. Фейерверки, хлопушки, счастливые лица. Так на родной земле встретили юных хоккеистов. Это первые серьезные соревнования в их жизни. Команда по хоккею «Джокер» дебютировала на соревнованиях в Сочи. Ребята привезли домой бронзу. Каждый из них старался ради общей победы. Есть в команде и свой настоящий «Джокер» – 10-летняя София Зеленская. Это большая редкость для хоккея. София рассказывает, что на всероссийском турнире выступила впервые. Я занимаюсь хоккеем уже год, и мы ездили на турнир, который назывался «Противостояние». То есть мне дали как награду, я не знаю, вот такого зайца Мишку, где написано «Леди Хоккей», а сзади моя фамилия и номер. Самый младший игрок «Джокера» Илья Луканин. Ему 6 лет. Но несмотря на свой юный возраст, на нем большая ответственность. Он крайне нападающий. Рассказывает, в Сочи ему очень понравилось. Там он нашел много новых друзей. Там много интересного можно узнать. Это же не мой город, где я живу. И там очень все интересно. Еще один хоккеист Никита Карташов живет в Севастополе. Кумир Никиты – российский профессиональный хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Мальчику 8 лет, но свое будущее он связывает только с хоккеем. Считает, хоккей – один из самых быстрых видов спорта. Надо больше тренироваться, надо готовиться к следующему турниру, и тогда, наверное, у нас все получится. С нетерпением ждали возвращения ребят и их родители. Денис Камышев рассказывает, встречать детей с победой приятно и волнительно. Наши дети, им, можно сказать, наверное, посчастливилось попасть, играть на большой арене, на основной арене в Олимпийском. То есть мы играли не на тренировочных коробках, не на обычных ледовых дворцах, а играли на ледовой арене, где играет знаменитые вратари, знаменитые хоккеисты, Владимир Владимирович Путин. По словам главного тренера «Джокера» Константина Клименко, соревнования проводились по круговой системе. В общем зачете было сыграно 5 игр, из которых 3 игры выиграли наши. Тренер уверен, у ребят большой потенциал. Но если учесть, что этот турнир всероссийского уровня, то я хочу сказать, там команды участвовали, уровень там команд был довольно неплохой. Вот. Наша команда, скажу честно, отыграла на хорошо. На тот момент, что не могут на сегодняшний день, потому что у нас дети разного уровня подготовки. Кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже, кто-то слабее, кто-то сильнее. Но мы над этим работаем. Крымская команда пока не имеет возможности тренироваться зимой на открытых хоккейных коробках. Как тут не позавидовать сочинцам, которые в наследство от Олимпиады получили сразу несколько первоклассных катков. Крымчане надеются, что благодаря поддержке Министерства спорта и Федерации хоккея России для проведения игр спортивные площадки выделят по всей стране. А в декабре «Джокер» снова отправится в Сочи, где пройдет очередной турнир. Сабрия Халиляева, Султания Сифляева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. А теперь перейдем к новостям погоды. На Крымском полуострове в начале рабочей недели прогнозируется теплая, но ветреная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 до 13 градусов. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. А это все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абибулаев. До новых встреч в эфире.